За столом члены и эксперты Общественной палаты Коми собрались для встречи с министром культуры Сергеем Емельяновым, чтобы обсудить то, что назрело. Одним из первых поднимается вопрос о закрытии сельских библиотек. Случаи участились. Никто не сможет не согласиться с тем, что библиотеки в том виде, в котором они существовали, они дальше не могли продолжать существовать. Они не удовлетворяли всех тех потребностей, которые существуют у жителей того или иного населенного пункта в полной мере. Центр книговыдачи, да, может быть. Прийти, записаться в абонемент, унести книжку, дай бог, если она еще жива, здорова, эта книжка вообще и присутствует в фонде, который есть. И больше ничего. И больше ничего. А между тем, Республика Коми сегодня первый регион России по количеству реформируемых библиотек. А значит, работа идет, но понятно, что все 300 с лишним учреждений за один год вывести на новый уровень невозможно. Они должны стать культурными площадками, где комфортно проводить свое время. Например, к 2024 году в каждой библиотеке появится кофемашина. Мелочь, но ведь приятная. Что касается этого года, до 31 декабря в республике начнут работу 10 современных библиотек. Ближайшее открытие, без преувеличения историческое, намечено на 15 октября. Свои двери откроет Центральная библиотека Сыктывкара. Абсолютный образец того, как должен жить и работать храм книги в современных условиях. Поговорили и об актуальном. Вместе с сентябрем начался новый учебный год, и министр делится радостной новостью. Такого количества детей, которые поступили в 2019-м в колледж культуры на платной основе, просто потому что не хватило бюджетных мест, не было никогда за всю историю колледжа. Сергей Емельянов связывает это с крупными вложениями. В этом году только в одно это образовательное учреждение закупили музыкальных инструментов на 20 миллионов рублей. Это тоже стимул определенный для детей. Я не раз рассказывал, что я, когда учился в музыкальной школе в Ухте, я играл на старом «Красном Октябре» с западающими клавишами, которого ноты, наверное, даже звучали не так, как они должны звучать. Да? Какое это может доставлять удовольствие? Каторга была. Сейчас же дети имеют возможность слышать то, что написано в нотах. Это большое удовольствие и большой успех. Еще один повод для гордости. Новые пианино получила каждая музыкальная школа Коми. Впрочем, одним видом инструмента некоторые решили не ограничиваться. Я сам езжу, смотрю, как это все происходит, видел это на Уктыле, когда достают аккордеоны за 300 тысяч рублей, которые, ну, конечно, бы никогда в жизни не купили, а тут появилась такая возможность, и они говорят: вы знаете, а это же лучший аккордеон в мире сейчас перед вами стоит здесь, в Уктыльской детской музыкальной школе. Конечно, это тоже стимул. Министр соглашается с общественниками и в том, как важно, несмотря на высокий набор, возобновить поездки педагогов муз-учреждений среднего профобразования по республике для поиска юных талантов. И не оставляет без внимания подготовку празднования столетия Коми. Информирует, на нее из федерального бюджета выделено 170 миллионов рублей, большая часть которых пойдет на ремонтные работы организаций культуры. Анна Зубарева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.